Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Американский спецназ понес первые потери в боях за сирийскую Ракку. Военнослужащий США подорвался на мине. Авиация антитеррористической коалиции и Турция бомбят пригороды Раки и Алеппо. И в этих магазинах продавался корм для животных, пшеница, ячмень. Ничего другого здесь не было. Шафран вместо героина. Афганистан пытается переориентировать свое сельское хозяйство с опийного мака на дорогие пряности. Это сулит солидный прирост легальной экономики. Так мы и страну сможем поднять. Кыргызские премьер-министры на пенсии. Как живут в отставке и чем занимаются некогда всесильные чиновники? Специальный репортаж нашей программы. Занимаюсь тем, что мне интересно. У меня нет таких карьерных задач. Катастрофическое наводнение на севере Италии. Горные речки Лигурии и Пьемонта превратились в неуправляемые потоки и грозят смыть крупный город Турин. Популярность основного претендента на пост президента Франции республиканца Франсуа Фийона бьет все рекорды на праймерис и теледебатах. Приятель Путина Фийон выступает за крепкую дружбу с Россией и отмену санкций. Французам это нравится. Я просто призываю сесть за стол переговоров с русскими, не спрашивая согласия американцев. Американский спецназ, действующий на территории Сирии, понес свои первые потери в рамках операции «Непоколебимая решимость». На подступах к командному пункту ИГИЛ, городу Ракка, военнослужащий армии США подорвался на мине в 56 километрах от этого командного пункта. Инцидент произошел в окрестностях деревни Айн-Исса. О гибели военнослужащего, чьи имя и звание пока не сообщаются, рассказало американское издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США. Также со ссылкой на Центральное командование эту новость распространяет агентство Рейтер. По официальным американским данным, в Сирии сегодня находится около 500 американских спецназовцев, 27 из которых уже погибли. Хотя, как утверждает Пентагон, только 4 из них были убиты в ходе боевых действий, а остальные 24 умерли при иных обстоятельствах. Также 21 американский военнослужащий был ранен при тех же неизвестных обстоятельствах. Тем временем авиация антитеррористической коалиции во главе США увеличила интенсивность ударов по Раке и пригородам Алеппо подконтрольным ИГИЛ. Как утверждают аффилированные с ИГИЛ информационные ресурсы, авиаудары наносятся преимущественно по населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры. В частности, агентство АМАК распространяет кадры удара по одной из улиц Раки, где были уничтожены все магазины, торговавшие мукой и пшеницей. Это все магазины, которые принадлежали гражданским лицам. И в этих магазинах продавался корм для животных, пшеница, ячмень. Ничего другого здесь не было. Турецкая авиация, которая также действует от имени коалиции, начала бомбежки северных пригородов Алеппо. Как вы видите на этих кадрах, распространяемых агентством АМАК и целым рядом ближневосточных телеканалов, бомбовые удары наносятся прямо по центру населенного пункта Аль-Кабасин. Ранее командование коалиции сообщало, что при авиаударах по ИГИЛ, как правило, жертв среди гражданского населения не бывает. Российская и сирийская авиация, по утверждению сирийских правозащитных групп, также наносили удары по пригородам восточного Алеппо, и снова жертвами бомб стали исключительно женщины и дети. Вы видите кадры спасательных служб сирийской оппозиции. Спасатели и просто жители пригородов выносят из зоны бомбежки контуженных и раненых детей. Сколько погибло гражданских лиц во время этих авианалетов, не уточняется. Как вы видите на этих кадрах, спасателям удалось найти пострадавшую от авиаудара малолетнюю девочку на одном из полуразрушенных верхних этажей высотного дома. Часть квартиры, где находилась ее семья, обрушилась, но этому ребенку удалось чудом выжить. Как сегодня заявили представители ООН, Организация Объединенных Наций настаивает на введении в Алеппо очередной гуманитарной паузы.
Humanitarian workers are ready. Грузовики готовы, гуманитарные работники готовы. Большая часть работников будет сопровождать сотни наших грузовиков с медицинским оборудованием, продуктами, с теплой одеждой для восточной части Алеппо. Мы собираемся эвакуировать сотни раненых из западных и восточных районов Алеппо и даже из Идлиба, но нам необходимо одобрение сторон. Письменное согласие вооруженной оппозиции из восточного Алеппо мы уже получили, и также Россия поддержала наш план, правда, пока устно, а нам нужно письменное подтверждение. Мы ждем ответа от правительства Сирии. В Таджикистане растет число самоубийств среди женщин. Ежегодно в стране накладывают на себя руки примерно 400 женщин. Это как минимум 1 женщина в день. Только за 6 месяцев 2016 года уже зарегистрировано 160 случаев самоубийств среди женщин, которые стали жертвами деспотичного обращения в семье. По словам правозащитников, проблема женского суицида превратилась в социальное явление. Таджикских женщин с детства приучают к покорности и молчанию, поэтому многие из них терпят от мужей даже рукоприкладство. Необходимо, чтобы общественные деятели не только осуждали, но и детально расследовали случаи домашнего насилия. Чтобы получить результат, нужно каждое дело доводить до конца. Но сложность еще и в том, что в большинстве случаев женщины сами скрывают издевательства своих мужей. В основном к нам обращаются те женщины, которые находятся на грани развода. Многие молчат до тех пор, пока не доходит до постоянных избиений. Наши правоохранительные органы не считают домашнее насилие проблемой. В основном ее пытаются решить департаменты социальной защиты, но без государственной поддержки они не в силах справиться. Самоубийство – эта проблема стоит не только в Таджикистане. В соседнем Кыргызстане ежегодно растет число самоубийств среди детей. Только за последние 8 месяцев в республике покончили с собой 89 подростков. Причина, по которой дети идут на суицид – это также насилие и непонимание в семье. Чем занимаются бывшие главы правительств на пенсии? На что они живут и мечтают ли вновь вернуться в политику? С последними премьер-министрами Кыргызстана встретилась Джибек Бигалиева. Специальный репортаж нашей программы. Так играть в теннис в 60 не каждый сможет, тем более, когда соперник твой чемпион Кыргызстана. Ну, он же мне подыгрывает иногда, чтобы тренировать, подготовить более равным партнерам. Ну, он мастер спорта. Когда сюда приходишь, все забываешь, бегаешь за мячом. Еще 2 года назад Джентуру Сатыбалдиев был главой правительства республики. Времени на тренировки не хватало, зато теперь график у бывшего чиновника не такой жесткий. Подумать бывший премьер успел за это время о многом. Опять это моя вина, наверное, власти. Мы достаточно внимания не обращаем развитию детской тенниса. А когда вы были премьером, вы этого не очень замечали? Не, замечал, но просто... Как всегда, может потом. У премьера более важные задачи есть, например, зарплата врачей, преподавателей. 2 года после отставки Сатыбалдиев практически нигде не появлялся. Редкие интервью давал только избранным. Обычно говорят, все это время, по словам бывшего чиновника, он отсыпался. Первые 3 месяца вы даже не поверите, я просто спал. Я же не знал даже, как мои дети выросли. А сейчас их дети мои лучшие друзья. Я играю с ними в теннис, плаваю, катаюсь на лыжах. Я смотрю на мир их глазами, они же верят всему, особенно если я что-то говорю. А мы, люди, политики, чего только не видели. Как говорил Черчилль, в политике не бывает ни врагов, ни друзей, а только интересы. Сейчас Сатыбалдиев член совета директоров банка. У него много свободного времени, его он не тратит ни на просмотр телевизора, ни на газеты. Их в кабинете экс-премьера теперь не найти. Я старался лечь спать в 11, в 11:30, но ночью в любой момент мог зазвонить телефон, ведь его нельзя отключать. В 6 утра я уже на ногах, в 8 на работе. Нужно обработать всю информацию, которую тебе дают накануне, и в 9 нужно быть готовым, чтобы давать людям распоряжения. Иногда бывает ностальгия по тем временам. Если скажу, что не ностальгирую, это будет самообманом. Из тех, кто совсем не скучает по машинам с мигалками и телохранителям, Джомарт Торбаев. Здрасте. Вы пешком? Да. Он и до премьерства, и сейчас любит пешие прогулки. Ездить с кортежем и жить в резиденции номер 1 Торбаева когда-то с трудом уговорил глава госохраны. Мотивом переезда в резиденцию во время премьерства
было то, что ребята из охраны, они бедные спали в машине, в моем дворе. Ну, это неправильно. Они могли бы спать дома, да, если бы я переехал. Сейчас бывший глава правительства занимается аналитикой, ездит по миру, участвует в конференциях и дебатах. Каждые 4-5 лет резко у меня все меняется на 180 градусов. Как, например? Ну, я был бизнесменом, потом я стал членом правительства, потом я уехал в Лондон, потом я опять возвратился. До этого вообще я был ученый. Это какой-то доход вам приносит? Или вы, Нет, это не доход, но все поездки, они финансируются приглашающей стороной. Высокие должности, по словам Атарбаева, ему иногда предлагают, но соглашаться ни на одно из предложений бывший чиновник не хочет. То есть там в 9 идти на работу, потом в 7 там, уходить с работы, кому-то отчитываться, мне это же неинтересно. И я занимаюсь тем, что мне интересно. У меня нет таких каких-то карьерных, да, задач. Я хотел бы сам себя немножко усилить с точки зрения как личность. В политике, по его словам, он в ближайшее время не появится. Людей с большими амбициями в Кыргызстане, говорит Атарбаев, сейчас и без него хватает. Дюбек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Шафран вместо опийного мака. В Афганистане начали выращивать одну из самых дорогих пряностей в мире – шафран. Власти страны пытаются вытеснить с крестьянских полей мак и заменить его на легальные культуры, и тем самым снизить многомиллиардный наркотрафик. Женская бригада трудится в поле в окрестностях Герата с раннего утра. Работать нужно очень быстро, пока не стало слишком жарко. Девушки собирают цветки шафрана, едва ли не самой дорогой пряности в мире. Стоимость 1 килограмма доходит до $2000. Власти Афганистана надеются, что шафран вытеснит на крестьянских полях мак, сырье для производства опиума и героина. Торговля наркотиками приносит $3 миллиарда в год. Ахмад Гюль на легальной культуре зарабатывает в месяц $160. Я советую дихканам выращивать больше шафрана, а молодым людям выбирать эту профессию. Так мы и страну сможем поднять. Большинство занятых на шафрановых полях женщины, говорит Ханум Рассоли, директор по персоналу компании «Ариана». Правительство помогает дихканам с семенами. А еще это хорошая возможность для женщин получить работу. Они заняты и на сборе цветков, и на сортировке. Дневная норма для сборщиц – 10 килограммов цветков. За каждый они получают примерно по 40 центов. Сортировщицы на фабрике отделяют рыльца с пыльцой от лепестков. На килограмм пряности идет 200 тысяч цветков. Основной производитель шафрана в мире – Иран. Он дает 200 тонн в год. На долю Афганистана приходится 4 тонны. Глава компании «Ариана» Башир Ахмад Рашиди верит в перспективу. Афганский шафран поставляется во Францию, Германию, США, Китай, Турцию и другие страны. Спрос на него на мировых рынках очень высок. Внутри страны товар тоже популярен, говорит Фархат Маджиди, владелец чайной в Кабуле. Многие его клиенты – студенты Кабульского университета. Мы подаем чай с шафраном из Герата. Он знаменит повсюду, благодаря своему качеству. По данным Всемирного банка, уже 6 тысяч крестьян в Герате выращивают лиловые цветки. Мак остается главной культурой на афганских полях, хотя его производство немного сократилось. Далее в программе. Катастрофическое наводнение на севере Италии. Горные речки Лигурии и Пьемонта превратились в неуправляемые потоки и грозят смыть крупный город Турин. Популярность основного претендента на пост президента Франции республиканца Франсуа Фийона бьет все рекорды на праймерис и теледебатах. Приятель Путина Фийон выступает за крепкую дружбу с Россией и отмену санкций. Французам это нравится. Я просто призываю сесть за стол переговоров с русскими, не спрашивая согласия американцев. Италия снова борется со стихией. Не успев оправиться от сильных землетрясений, на страну обрушились проливные ливни. В результате реки вышли из берегов и начались сильнейшие наводнения на севере страны. Местные власти объявили красный уровень опасности в регионах Лигурия и Пьемонт. Сообщается о жертвах.
Самая тяжелая ситуация складывается в городе Горессио в Пьемонте. Здесь потоки грязной воды фактически затопили город. Эвакуированы практически все местные жители. Закрыты школы и магазины. Маленькая местная речка превратилась в разрушительный поток. Под угрозой полного затопления также оказался один из крупнейших городов севера Италии – Турин. Вода в реке По поднялась выше критической отметки на 1 метр. Многие районы города уже затоплены. Местные власти намерены объявить чрезвычайное положение. По прогнозам синоптиков, пик наводнений ожидается сегодня. Российский президент Владимир Путин опять скандально пошутил. На вручении премии Русского географического общества Путин заявил, что Россия не имеет границ. Шутка президента уже вызвала шквал возмущения, но в основном за пределами Российской Федерации. Где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Но это шутка. Тем временем во Франции, где начинается борьба за президентское кресло, фаворитом предстоящей гонки с большой долей вероятности станет друг Владимира Путина, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Он уже озадачил истеблишмент своими пророссийскими и антиамериканскими заявлениями. Однако Фийона поддерживает значительная часть правоцентристского электората, голос которого на нынешних выборах, как считают эксперты, будет решающим. Я просто призываю сесть за стол переговоров с русскими, не спрашивая согласия американцев, и вместе воссоздать наши связи. Даже если это будет не полное доверие, то хотя бы то, что всегда связывало Россию с Европой. На теледебатах французских республиканцев Фийон обошел с большим отрывом своего главного соперника Алана Жюпе. Предпочтение Фиону отдали почти 71% консервативных сил. Среди всех телезрителей, независимо от их политических взглядов, Фийона поддержали 57% всех респондентов. Фийон победил и в Твиттере. Во время теледебатов он набрал почти в 2 раза больше ретвитов, чем Жюпе. Эксперты прогнозируют, что на президентских выборах реальным соперником Франсуа Фийона может стать лидер французских ультраправых Мари Ле Пен, которая также в открытую заявляет о своих симпатиях Путину и даже обещала, что, став президентом Франции, она тут же признает присоединение Крыма. Пророссийский курс французских правых вызывает серьезное беспокойство в других европейских странах и в Америке. Однако предпочтение отдается все-таки Фийону, а не радикальной националистке Мари Ле Пен. На востоке Украины резко обострилась ситуация на линии разделения между украинской армией и донецкими сепаратистами. В результате обстрелов есть убитые и раненые с обеих сторон. Также ОБСЕ не удалось восстановить работу единственного автомобильного пропускного пункта в Луганской области. Подробности в репортаже нашего корреспондента из зоны конфликта. Будь моя воля, я бы вообще туда не ездил. Этот ритуал Дмитрий позволяет себе 2 раза в год. Чаще дорого и долго. Все мои родственники остались там. Очень долго их не вижу. Бабушка моя практически не встает. Поездка в Луганск как полет через Атлантику, а выберешь не тот маршрут, так и еще дольше. Мало пропускных пунктов. Это основной момент. Иногда приходится ездить через Россию, это ужасно неудобно. Все, поехали. Вот, собственно, и сам Майорск. Меня ждет прогулка к контрольно-пропускному пункту. Дмитрию повезло, у него нет машины, и ему не придется стоять в автомобильной очереди. А нам повезло, что он согласился снять свое непростое путешествие через пункт пропуска Майорск на мобильный телефон. В утреннем тумане беспорядочно припаркованы машины. В них законсервированные холодом люди. Некоторые сидят уже 3 суток. Правила этой игры на выживание просты. Дашь слабину, покинешь очередь и домой не попадешь. Выбор всегда есть. Это нереально холодно. Ночью очень холодно, чтобы здесь ночевать. И снаряды все-таки летают. Надо думать о жизни людей. Она прячет лицо, мол, частенько здесь и может наговорить лишнего, и потом вообще не пустят. Качество работы военных, но оставляет желать лучшего. За вчерашний день они пропустили меньше 100 машин. При всем при этом последние машины были запущены в 15:20. А еще соседи по непризнанной республике проезда не дают. В так называемую ЛНР выстроилась половина очереди. В Луганской области автомобильный пункт пропуска не работает. Уже год обещают открыть. Не открывают. Мы готовы в любой момент открыть по решению штаба АТО.
Вот он, пункт пропуска «Золотое», единственный автомобильный в Луганской области. Здесь все для людей и их машин. 3 вагончика. На каждый вагончик с 2 сторон подъезжают машины. Получается 6 машин одновременно может оформляться. А еще детские качели, правда, возле минного поля. «Золотой» обещает когда-нибудь пропускать по 5000 человек и 2000 машин в сутки. Никогда. Почему? Кому-то так надо. Вот приблизительно так выглядит дорога из Украины в так называемую Донецкую Народную Республику. КПП «Майорск» безжизненным уж точно не назовешь. К моменту открытия пункта пропуска людей все больше. Главный вопрос – когда это самое открытие? 3 суток на холоде в битве за место в очереди. Зато кофе дают. Кто-то предприимчивый организовал на территории КП «Майорск» свой бизнес. В бесконечных очередях люди теряют не только здоровье, но и человеческий облик. Так что для всех открытие еще одного пункта пропуска в «Золотом» без преувеличения на вес золота. Но почти год дорожный коридор пустует. Откуда ж я знаю, миленькие? Ну откуда ж мы знаем? Это уже вопрос большой минской геополитики. Уже и дорогу с той стороны разминировали. Наблюдатели ОБСЕ теперь ездят транзитом. Верный признак того, что все готово. Основываясь вот на разговорах местных жителей, та сторона не готовится к открытию. Геополитике мешает торговля. Местные объясняют, на оккупированной территории просто боятся, что через новый коридор поедут украинские товары. Пусть немного, но чаще и более качественные. Эта версия кажется неправдоподобной, ведь о пропуске людей договариваются на самом высоком уровне. Но недаром говорят, просто бизнес, ничего личного. Борис Иванов, Евгений Головин из Луганской области для Донбасс Реалий, Радио Свобода. В Ташкенте началась неделя моды. Темой первого показа стала история Узбекистана. Местные дизайнеры продемонстрировали красочные халаты, шаровары и платки, подобные тем, что носили узбекские женщины 100 лет назад. Коллекции вызвали ажиотажный интерес у западных дизайнеров. Подробности в репортаже «Рейтер». Эти наряды похожи на иллюстрации к восточным сказкам, но модельеры говорят, именно так одевались узбекские женщины столетия назад. На открытии недели моды в Ташкенте показали традиционные наряды конца 19-го, начала 20 веков из разных регионов, от плодородной Ферганской долины до безжизненной Каракалпакской пустыни. Халаты, шаровары, платья и обязательно тюбетейки, платки и тюрбаны. Все это сделано из натуральных тканей ручной работы, произведенных в Узбекистане. Многие итальянцы заинтересованы в том, чтобы сочетать узбекские ткани с итальянским дизайном, потому что людям нравятся ваши материалы. О том же говорит и местный модельер Мархабат Умарова. Она недавно показывала свои работы в Латвии. Коллекция моя вызвала большой интерес публики. Самое больше всего их привлекли наши ткани, которые сделаны вручную. Это натуральный шелк и адрас шелк с хлопком. Своими тканями Узбекистан, по территории которого когда-то проходил Великий Шелковый путь, много столетий славился своими тканями. Но в последние десятилетия отношение к ним в мире неоднозначное. Международные правозащитники неоднократно обвиняли производителей хлопка в использовании детского труда. Узбекистан занимает 3-е место в мире по экспорту этого сырья. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в soциальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Хороших вам выходных. Всего доброго.